Мне довелось чуть более 8 лет видеть, как работали те или иные министры, начиная с господина Додона, потом господина Лазара, потом Канду и последний господин министр, с которым вообще у нас не получилось ни одной встречи, к сожалению. Так вот, за все эти годы, период первого министра, то действительно коллегии проводились регулярно, вопросы обсуждались. То есть в чем суть этих коллегий? В том, чтобы обсудить какие-то государственные программы, которые потом выносятся на заседание правительства, стратегии. Ну и проводить анализ деятельности тех или иных подведомственных структур, о которых говорил Георгий Георгиевич, например, там, территориальные инспекции труда, государственные инспекции труда, Института стандартизации метрологии и так далее. То есть вырабатывать решения, потому что как раз тот был период, когда некоторые учреждения претерпели структурные и организационные изменения. Вот, поэтому на первом этапе достаточно продуктивно, потом, когда пришел господин Лазар, тоже был период затишья, где-то полгода не было заседаний коллегии, и как раз на очередной встрече здесь в Камрате, он был здесь у нас с визитом, и я обратился к нему, когда будет очередная коллегия, как раз через буквально 3 недели провели коллегию министерства. И вот хочу отметить, что здесь я не до конца согласен о том, что они не совсем эффективны, потому что когда мы обсуждали, например, стратегию поддержки и развития малого бизнеса и создание такой инфраструктуры, как бизнес-инкубаторы, на заседании, где рассматривался этот вопрос, то есть коллеги, я критически отнесся к тому, что было представлено, задал огромное количество вопросов, почему только север и центр, где юг, ладно, Гагаузию вы не хотите, ну вот давайте Кагул, давайте там Лева, давайте Бессарабку, Тараклию, то есть не обязательно Гагаузию, тогда если вы так ревностно относитесь к этому. Ну и как результат, через 1,5 года все-таки инкубатор появился в Чедарлунге. Вот, поэтому это как один из примеров. Могу назвать другой пример, не только в рамках взаимодействия с Министерством экономики, но и Министерством труда, социальной защиты и семьи. Более 2 лет назад был поднят мной вопрос о том, чтобы давайте ликвидировать рудимент советской экономики, трудовые книжки, потому что если у нас есть КПАСы, то, соответственно, вот эта вся система, которая требует от экономических агентов вести журналы, регистрации, вести трудовые книжки, это все, извините, в рыночной экономике это дополнительная нагрузка на бизнес и на учреждения. Давайте мы будем это ликвидировать. После того, как даже письменно обратился к госпоже Булиги, ну и процесс был запущен, и мы знаем, что уже готовится, идет обсуждение о ликвидации этого института как трудовые книжки. За 8 лет я был членом 6 государственных комиссий, таких как комиссия по народному населению и развитию, межведомственная комиссия по гуманитарной помощи, комиссия по разработке и утверждению географических названий. Как результат как раз участия в этой комиссии стала разработка бренда Гагаузия Маллары, который сегодня уже находит свое применение. Вот, поэтому этот элемент он тоже имеет место. Конечно, жаль, что не во многих государственных комиссиях принимали участие представители Гагаузии. Но такой институт есть, его нужно также использовать.